У всех остальных границы неправильные. Это их официальная позиция, вы поймите наконец, добавил Шевченко. Российский журналист подчеркнул, что России нужно поменять риторику, взгляды, отказаться от этих дерзких амбиций и перейти к сотрудничеству с народами. Я считаю, что империализм является не только следствием неправильных прочитанных книг, но и хищнических интересов крупного капитала. Вы посмотрите, что они с Россией сделали, эти люди. Как разорена территория Владимирской области, исконной обители русского народа. Я депутат от Владимирской области, у нас уничтожены села, деревни, малые города. Ивановская, Ярославская области, по ним как будто ураган прокатился. Пустыня реально. Если они так с русскими обращаются, как тогда они с другими обращаться будут? Возмутился Максим Шевченко. Политик подчеркнул, что любит казахский народ. Я коренной москвич и очень люблю казахов. Я отношусь к ним с интересом, изучаю историю Казахстана, Кыргызстана, хотя это разные народы. Я это понимаю прекрасно. Мне интересно это, а власти совсем другое. А власть что, выражает интересы русского народа, что ли? И является его голосом? Конечно, нет. Когда вы это поймете, только тогда поймете, что вообще происходит. И если вы до сих пор полагаете, что Кремль – это голос России, то тогда вы пребываете в слепоте, сказал Шевченко. Российский политик бывает в Казахстане, как только выпадает такая возможность. Я очень люблю Казахстан. В Алматы похоронен мой близкий друг и учитель Гейдар Джемаль. Очень много друзей в Алматы, Нур-Султане. В Уральске я бывал. Я очень люблю казахский народ и другие этносы. В Казахстане я русский, как дома, заключил Максим Шевченко.